наши друзья, подписчики, все, кто смотрит за нами, как мы собираем своего полчута. Значит, механическая часть в принципе закончена, кузов готов, все. По механике машина полностью готова, заводная, глушители, все сделано. И теперь осталась основная часть, кабина. Ну вот она уже готовая, металл все обварено, все сварено. Тут, значит, подключился к нашей работе наш старый товарищ Михаил. Вот представляю его. Ну не старый, да? Ну, давний товарищ. Старый, давний товарищ. Вместе на рыбалку ездили и прочее. Берется он за это дело. Как я уже говорил, что я не рихтовщик, не покрасчик, а чисто по механике. Вот Миша согласился помочь нам. Ну и замахнулись мы, не жили богато, не хрен начинать, на Раптор. Раптор камуфляж. Миша говорит, что получится эксклюзив полный. Ну, теперь смотрите. Будем стараться. Сегодня поднимем кабину, завалим ее на бок, потому что пол надо будет проварить, так сказать, снаружи. Пол, это последнее, загрунтовать там, покрасить, и все. И потом ставим ее снова на это и приступаем уже к зачистке, подготовке покраски. Когда приехали к Мише в цех, у него чисто покрасочный цех, пришлось нам кое-что примудрить. Пришлось проштробить ему потолок, сделали анкер, поставили большой, чтобы нам лебедкой поднимать. Это один анкер, в стене сделали другой анкер, чтобы через полиспас затаскивать ее сюда. Цех у него немного не приспособленный был к таким вещам. Ну что ж, машина заезжает на покраску и сами выезжают. А мы тут все это, значит, волоком, так сказать. Обездвиженные. Да, поэтому сделали Мише тут такие штуки. Дополнительные опции. Здесь потолок, здесь. Сейчас начнем, кран у нас зацеплен уже. Начнем. Так, давайте подбираем, что тут у нас сейчас. Сейчас, наверное, колесо надо нам. Да? Ну, сейчас даже... Понимаете? Ну, вывешивают. Да. Вот, поехали. Ну я знаю, что происшествие такое было с Уралом. Мне мужики говорят, посмотри, там есть. Я начал смотреть. По-моему, кабина. Я Агафонов сделал, блядь. Точно моя. Звоню где-то, говорю, слушай,
Я говорю, а как у Валерки кабина оказалась? Он говорит, Бог его продал. Ну что, давай поднимем колеса. Под какой край будет, да? Ну, наверное, под середку пока. Прямо здесь. Я не знаю, бруски ложить, не ложить. Слушай, погоди-ка, что-то там, что в юбку полезет. Вот я про то и говорю. Сейчас же потом нам это. Значит, бруски сюда больше сдвигать. Да. Сейчас же у нас пойдет. Потом мы полицию его начнем сюда. Так, сюда, да? Ну давай пробуем. Что, смотрим. Давай. То есть ее сейчас валим на бок, да? Да. Сейчас нам нужно ее завалить на бок. И на бок положить на колеса, на те двери, на ту стенку, так сказать. Подожди, пока что? Хватает, нет? Хватает? Так, немножко лишнее раз. Наоборот, за эту, наверное. Иди там, сколько. Сейчас попробуем сейчас, посмотрим, что она покажет. Что она нам покажет? Что у нас там получается? Так, это мало, надо еще. Так. Давай, такую длинную. Длинную. Будем ее, там у себя подгруз. Вот сюда прямо заносим. Подгруз. Ну, вот туда вот делай. Нет. Вова, осторожно, осторожно. Вот. Вот так. Вот здесь, в этом месте. Он заскочил. Вот. Ну куда-то, да. Подожди.
Так. Ну все. Вот так она и будет. И вот что получается. Видишь, как я тут все наложил? Не, ну так-то хорошо. Это я вот все наложил. Здесь получается, вот где-то она проварена, но надо вот это вот эти места проварить. Кое-где может косыночка ставить. Да, пол. Вот это пол лежит. Вот это родная, вот это лежит это. Швейдер, родной ураловский. Вот здесь тоже можно вот прихватки. Все понял я. Прихватки. Ну, видишь, лопнувшая это. Сама кабина, полик. Там с той стороны, я не знаю, заварено, не заварено. Ну, отсюда завалим. Да. Видишь, здесь электроды, как у УАЗика. У УАЗика тоже. Короче, вот и про эти я тебе говорил. Вот это вот прихватываем одну, это просто они как бы стягивали всю систему там. А сейчас они не нужны. Вот эту гайку прихватываем одну с шайбой к ней, а это срезаем. И снова завариваем, они там... Короче, чтобы они не торчали, получается. Ну да, главное зачистить путево, и все будет нормально. Ну, они там приварили, смотри, вот здесь можно вставить этот четырехгранник еще. Вот в это место. Все, прихватить вот отсюда. В принципе, тут ничего такого сложного нет. Нет, конечно, зачищать надо хорошо и все. Ржавчину пройти, чтобы быть спокойными. Как бы. Здесь вот эту работу надо ослаблять до конца, здесь же тоже проваривать такое место. Ну, такой пока работа. Уже у нас там углы надо будет. Мы их поправим потом, да? Да это нормально. Дело. Приведем в порядок. Это надо вдвоем, потому что одному недоступно. Зона такая, не достает. Ну, баллон. Высоко вот платит, там крыша будет сокрасить. Вот это вот высоко распределяет. Мурал покрасили. Ну вот, покрасим, эксклюзив действительно будет. Что-то как-то... Учитывая специфику региона, где каждый второй из мужиков рыбак, охотник. А мы потом что, на выставку поедем или что? Мы так. Но. Я все думал, где это? Жди гостей, завода Где изготовления. где они там покатушки устраивают, Из, туда приехали. из КБ приедут, где там, из Миаса, Да, приедут. порыбачить. Ну, если только порыбачить, можно их сводить на рыбалку. Педали, это педальные. Мне эта механика, она как до лампочки, это я все. Но механика это твое родное. Да, это Кто бы сомневался. механика мне хочется до нее быстрее добраться, до механики, дальше продолжать, но держит. Вот это вот у нас что, антигравий ты говорил? Да, это заводской антигравий. То, что я предлагал делать. Косынки резать из чего бы. Металл надо такой. Там. Двойку, полторашку. Двойку. Косынки ты имеешь в виду вот так здесь? Конечно. Ну это найдем. А лучше на косой. На это ребро. И по косой. Это Сашка у нас косынки ложит. Сейчас я ему позвоню. Это как бы не технологично, получается. Погрязывается, да? Надо стараться. По ржавчине, конечно. Надо ржавчину убирать. Конечно. Полуавтоматы вообще они по ржавым очень плохо варят. Надо обеспечить им чистую поверхность тогда, да. Ну ничего. А сейчас что и предстоит? Усиление, проварка, зачистка. Зачистка, усиление, проварка, вот усиление в плане том, что косынки будут стоять, значит. Ну, в общем. Работы хватает. Да, чисто такая работа. Подкрепишь. В принципе,
принципе, работа знакомая. Да уж, творческая работа. Этого творчества приблизительно на какое время тебе хватит? Трудно сказать это. Ну, сейчас посмотрим, начнем когда. Это наиболее кропотливая работа. Меня, например, меньше всего тревожит там шпаклевки эти все, там это все, это родное как бы. А вот эти вот усиления всевозможные, это работа такая эпизодическая, редко выполняемая. Поэтому трудности будут, наверное, преодолеем. Ну, конечно. Северяне мы. Северяне что там. Надо купить нам сейчас, знаешь что? Преобразовать ржавчину раз. Он понадобится и на капот, и тут тоже. Так, теперь надо купить карбоновые шпаклевки. В общем, поехать в магазин, там посмотреть, что на первом этапе вот так вот. Ну давай собирайся, поехали. А что собираться? Меня там знают и так. Вот этот буртик они сделали. Видишь, вот этот буртик, это сделали они. Они что, не угадали? Да почему? Родной вот базовский вот здесь вот ставился. Вот это родной базовский. Просто вот там был родной, а этот сверху вот так ложился, и резинки были приклеены. Хрень полная. Шарниры там только, он вот так в таком положении приподнимался, и все. Да, у него вот эти есть. Да, такие штуки, да. Знаю. Родной люк ложился, смотри. Вон она крыша, вот. А вот эту они потом все-таки сделали. Вот она, родная. Теперь получается, что этот буртик они сделали. Ну, с одной стороны, правильно. Иномарочную резинку от багажника хорошую нашли. Но это уже, это Да, это я уже буду Это ты там- делать, что хочешь. Вот она, видишь? маракуешь, все понял. Иномарочная резинка. Все понял. Вот, все и будет плотно прилегать, все четко будет. Хорошо. Здесь чем-то проклею, еще чем-то пройду. Короче, с этим в принципе решено тоже. Ну и все тогда. Это он не жидкий или у тебя получился? Ну, жидковатый. Я его просто обклею всей. Вот этой шумкой, мумкой. Ну, можно будет какие-то ребра сделать еще. Вот есть профиль тонкий, знаешь? Ну, он есть у меня. Это у тебя всякий. толстый, широкий. Нужно вот такой есть. Есть и такой у меня. Вот такой профиль. Вот с него по периметру рамку выгнуть аккуратно. Вот это будет вещь. Он не будет у тебя вот в вертолете его не будет, понимаешь? Он сейчас так вот скручивается, как у будет. Ну тут же внутри еще же один люк станет. Да? Да? Люк двойной. Короче, Люк это, двойной. это уже вопрос творческий. Да это творческий, это- Моя задача сделать, значит, Да. его приличный вид ему обеспечить. Да, все, а там я уже разберусь это все. Всё. Где и что там на заклепальщика, на заклепке. Здесь этот вот, в принципе, он готов. Потому что щели, зазоры. В принципе, ну да, тут это, видишь, еще у тебя багажник будет, поэтому багажник. тут, в принципе, И вот эти шарниры, он будет вот так открываться. Здесь даже сзади, если багажник будет, он вот так на багажник будет как-то ложиться. И все. ну там резинки какие-нибудь, Да. отбойные Да, поставим. да. Да. Ну да. И, ну, в общем, лифтовать надо. Ну так, в целом, хорошо, что вы привязались к этому, крыше газелевской. Это как бы Ну, вид у него совершенно сейчас другой сейчас стал. покраситься стильно будет смотреться. Да, видишь, совершенно другой стал. Кабина-то видишь, как смотрится. Когда крыша плоская, Ну, чем это ниже она понятно. выглядит куца, а так она брутально будет смотреться. Это вообще Ну, это понятно. машина для мужиков, как положено. Для северян. Игорь, согласен? Конечно. Все, тогда мы ее здесь, крышу, выводим, приводим в порядок, и будет отлично. Сегодня этим мы займемся. Зачисткой там щитлы, где будет накладывать фларчик. А тут все это. Все, гашу свет. Да. На сегодня все.
Начало. Так. Тут вот как задумывалось, доступ к установке, в принципе, такой вот маленький получился. Все это было отрезано. Здесь защелка. Вот такая беда получилась, как я и изначально задумывал. Получается здесь так вот оно открывается. Здесь такая лесенка еще будет какая-то. Раз. Вниз опускаться. Или так ли. Чтобы попасть туда и управлять установкой. Кузов, как рассчитывали, в принципе, получился с установкой. Там чистой 3 метра. Тут, значит, тоже открывается все как положено. Туго. Вот так вот. Вот такая площадка получается. Стойки снимаются. Вот так вот. Площадочка капитальная. Вот он и задний. Все, короче, открывается. Ну тут в планах еще, знаю, все это, конечно, только дорого стоит, но хочу транспортерной лентой покрыть кузов. Застелить его. Тогда будет вообще шикарно. Если широкую ленту сейчас найдем, надо, он 2,30 шириной, значит надо 1,15 м, чтобы посередке у него сошлись они два. И целиком вот так вот два листа. Должно быть капитально тогда. Здесь все проклепается. С транспортерной лентой, конечно. Я видел, как было. Отлично получается. Пол целый будет. Да, и пол целый. Содержу, блядь, мало ли там двигатель. Так что с кузовом вот так получилось. Ну, глушители. Глушители планировались же там, на вот этой обрешетке сделать. Значит, хотел, как у иномарки такие, два вверх, чтобы они дули. Но потом, когда что-то пошло по лесу, то все, там, во-первых, кабина будет. Глушители будут и гудеть там, возле кабины. Тоже получилось как-то не то, да. И потом, если по лесу ветки, все это туда на глушители. И что-то переиграла мысль. Глушители поставил сюда под кузов. Ну, встали они капитально. Все там сделано. Сейчас покажем. Глушители планировались вот так, от гофра перехода и сюда. А тут получается, когда укрепили кронштейны кабины, все это укрепили,
Кабина будет вот примерно где-то здесь заканчиваться. И получается, что места для глушителя совсем не остается. В лесу, где что ездить, ничего не получается. Тогда решили, значит, продлить эти гофры вот трубами, все. И здесь приварили кронштейны и повесили глушители сюда, зиловские от бычка. Короче, получается на 3 цилиндра один глушитель, на 3 цилиндра другой. Соединять между собой не стали. Работает четко. Сейчас просто заводить не хотим, чтобы в гараже не дымить. Здесь мне надо по временной схеме сделать 2 их вместе соединить, чтобы в стенку уходил выхлоп. Ну, сразу понеслась кронштейны под ящики, чтобы все здесь было заодно, так сказать. С механической частью практически все закончено. Работает он четко теперь. Глушаки, получились. Будут стоять такие ящики. Тоже получается кронштейны, что там, что с этой стороны. Здесь небольшой ресивер прилепил. Он просто здесь стоял на этом кронштейне. Здесь будет краник, там лодку накачать. Короче, воздух будет. Тут эти ящики, они как бы будут с обоих сторон. Что здесь? Вот так вот. Все, что маленький бортик, тоже как планировалось. Кузов готов. Сейчас покрасить его. Будем красить его. Спецназом наверное, покрасим. Его потом посмотрим, может тоже сделаем камуфлированный. Ну там уже будет видно от кабины. Да, просто зеленый. Я говорю, если кузов делать камуфляж, то кабина как бы не будет выделяться. Выделяться, да. А так она будет стильно выделяться. Да. Тогда просто кузов зеленый лепим. Все. Будет капитально. Ну что, глаза боятся, руки делают. Да. Вода вперед. Короче, сейчас мы его запустим, буквально на минуточку, потому что дыма сейчас будет полно, мужиков здесь травить не надо. Просто послушайте, как глушители работают.